наконец-то. Ну что, вот едем, топки. Повернули на Кемерово. Не знаю, что слышно. Машину обход сделал. Все в порядке. Двигаем дальше, короче. А то не знаешь, что снимать, пока соберешься. Даже куртку не буду снимать. Сейчас проеду чуть-чуть. Тапки снять. В общем, продолжаем на Якутию свой путь. Зеркала хотел еще протереть. Ну ладно, раз такое дело. В общем, вон, не знаю, видно будет, 3860 от Москвы. Третьи сутки пошли. Никого ругаться не будут. Ну что, в принципе, дорога нормальная. Вот это я в Кургане последний раз заснимал, камера сама отрубилась. Не знаю, сейчас надо поставить секундомер, чтобы шел смотреть, что она там снимает. А ты сидел там, лялякал, а оно все вырубилось. Ну, в общем, это от кольца, кто тут знает, вот до Кемерово чуть кусочек. И пойдем по городу. Кемерово, привет, как обычно. У нас тут всегда съемка идет. Кемеровские горки. Но сейчас погода такая, везде все сухо. Только была такая метель, снежок. Градусов 12 минус. От Ишима до Новосиба примерно мело. После Новосиба уже вот такая погода. Осадки прекратились. Ну, на круизе. На круизе едем потихоньку. 81 поставлю. Не знаю, приборку, наверное, вам не видно сейчас. Вот так сделаю, что руль чуть-чуть неудобно, но... Короче, двигаем дальше, тут догоняем. Тут списал Макс, там в Инстаграме общается. Там дагестанские пацаны едут двумя Вольвами. Догоняем их. Ну не знаю, они так по одному едут, что мы вдвоем их не можем догнать. У них все время между нами 1000. Не знаю, они, наверное, не спят. Или, может, валят, так что, ну, ограничители сняты, там за 100 идут некоторые. Не знаю, ну посмотрим. Будем потихоньку, мы там приближаемся. Но, наверное, догоним их возле Якутска где-нибудь. И еще ну вот, которая 750-ка Volvo была, у нас встречались мы в Артеме на станции, якутская тоже. Они тоже с Красноярска загрузились на Якутию. А нам до Красноярска где-то 750 километров. Может, тоже догоним, он один едет, Сергей. Короче, соберемся в банду возле Якутска. Предположительно. Как-то так. Тоже как раз хотел у якутских пацанов спросить, где они там утеплялки эти заказывали. Там где-то в Якутске шьют. Может, закажем себе тоже на морду. А то мы так засунули эту блестяшку эту. А она, получается, вчера капот открыл, от нее снег. Ну, получается, залетает. И туда воздухозаборник печки весь законопатил нам снегом. Мы почистили, я там ее подрезал, завернул так, чтобы, ну, как, типа, заборчик был перед ней. А то забор печки, ну, снег сухой, в принципе, мороз же. Там тепла нету от двигателя, там ничего не потаяло. Ну, короче, двигаемся. Полбака солярки. Сейчас где-нибудь, не знаю, на Газпроме, может, Кемерово залить. Ну, чтобы точно до Красноярска ехать, а в Красноярске опять на Газпроме заправиться уже до полного. Уже у меня показывает на 800 осталось. Ну, тут учет топлива, честно говоря, на Вольве такой. Ты в подъем давишь, он меньше показывает. Покатился, со спуска больше добавляет. Ну, он как бы ежемоментно показывает, насколько при таком темпе движения вам хватит. Что сказать еще? Машина в порядке.
только надо сбрасывать круиз, а то он достигает, начинает притормаживать сам. Ну, когда диапазон выставленный, плюс 10 стоит от круиза. Ну, и чтобы катилось. Ну, сейчас 97 там. Не забывайте сбрасывать, если видите, можно выкатиться. Вот и выкатываемся. Расход от Москвы сейчас 34 литра и 200 грамм. Ну, заново припал, то был до Москвы 34, потом Урал прошли, 37 поднялся. Ну и опять сбросился на равнине там, считай, от Челябинска до Новосиба ровно. Ну, а здесь так относительно, чуть-чуть. Туда-сюда подъемчики, но тоже небольшой расход идет. Так, это Топки. Мы заехали. Населенный пункт, сбавляем. Ну, в общем, движемся. В принципе, темп нормальный. Мы выехали, получается, что-то я проторговал. Смотрел на это, на мою скорость. А тут же светофор. Можно было прикатиться к нему спокойно. Ладно, поехали. Так можно, никого нету. Идем в темпе. Мы выехали в воскресенье в 6 вечера из Москвы. Ну, с сервиса Мешково, получается, деревня это, где сервис Рефа. Мы же сгруженные туда приехали, сделали ремень и стартанули. Ну, по Москве сейчас 7 утра. То есть у нас еще почти 11 часов запаса. 10,5 до 3 суток. А мы проехали 3,868. Ну, как бы идем так, примерно 1,5 в сутки. Плюс-минус. Там, конечно, по востоку уже там помедленнее будет все, потому что там подъемы, все равно скорость не та уже. Короче, такие дела. Не знаю, там прикреплял где-то там, задавайте вопросы, но что-то никто не задает. Обсуждают там все Толина, тачку, как он купил, да что это такое. Нормальную взял машину. Но у него такая комплектация была пакетная, похожа у него на пакетная. Есть такая вот на сайт, если кто хочет, интересно, на сайте Volvo Truck Россия, там есть цены на пакетные и условия, как бы от, написано платеж от какой суммы и аванс 20%. Цена не написана, как бы машина, но по платежу можно сориентироваться. То есть такая Вега комплектация у них есть, пакетная, как бы 4х2, 500, высокая кабина XL, диски литые, адаптивные, все круиз-контроли, ВДС. Вот она стоила, на момент, когда я был на тест-драйве, она стоила 120 тысяч евро. Сейчас цена, скорее всего, поднялась. Но если они вот сейчас ее получили, да, то заказывали, скорее всего, наверное, вот где-то в апреле, наверное, того года. Ну, как я по себе сужу. Я в аванс платил в январе. Еще машин как бы таких не было. Они только были предсерийные, собранные. Получается, на заводе собрали. И вот это они ездили. Демонстрационный тур, тест-драйв был. Где-то... А нет, демо-тур сначала был без тест-драйва. Где-то в ноябре я ездил, смотрел ее. И после этого начал заказывать, пока все детали утрясли. Где-то 2 месяца прошло. Ну, спецификацию они присылают, я смотрю ее, там, убрал, добавил. Где-то с 3-й или 4-й, не помню точно, спецификации уже аванс заплатили. А потом уже тест-драйв был в апреле, уже на новеньких этих. Ну, и тогда массово народ и начал заказывать, когда вот тест-драйв прокатился, наверное. И вот сейчас они их, эти машины получают. Ну, а Толина машина, она получается, как Вега, в принципе, основа. Комплектация. Ну и он там, наверное, добавил от себя там вот эту подготовку телевизора, там, не знаю, что там. Ну, сдвоенные аккумуляторы, он говорит у себя в видео, что у него стоят. Но я что-то не увидел, у него в хвосте пусто. У него просто один ящик аккумуляторный с этим, с баком рядом, не знаю. Вроде компоновка сдвоенных аккумуляторов, это всегда в хвосте и сбоку. Ну, что-то, мне кажется, что-то он думает, что у него сдвоенные, а на самом деле нет.
А Вега, кстати, была со сдвоенными тоже. Ну, то есть, вот когда мы на тест-драйве были, получалась обычная Volvo, кабина невысокая, стандартная, Globetrotter просто кабина, да. Она стоила 109, а Вега с адаптивами, с высокой кабиной 120. Ну, вот отличие 11 тысяч получается за вот эти все прибамбасы. Вы платите за набор адаптивный, ВТС, диски литые, там, по-моему, контроль давления в шинах тоже стоял, как у меня. Ну все, а моя машина, она как бы пакетных их не бывает. Получается, из-за этого и дороже она. Ну, если бы я брал эту Вегу, ну, там, 120, а там еще к ней шла, по-моему, на тот момент автокаска в подарок до 4 лет. Если лизинг на 4 года возьмете, типа 4 года подарок автокаска. Ну, как бы тоже подарок нормальный. Потому что, по мне, у меня автокаска на машину стоит 320 или 330, что-то такое. И прицеп, полтинник, наверное. Вот в год вам надо застраховать все. Так, и что? У меня вылезло какое-то сообщение. Опять подзарядите камеру. Эта камера, честно говоря, GoPro, это то же самое, как моя маленькая. Вечно что-то моросит. Ну, вроде запись идет. Не знаю, что получится. Короче, на видео посмотрим. Опять, наверное, срежет где-нибудь на полслова. Не знаю, поставил все в установках этой GoPro. Ну, типа, неограниченная эта длина видео. Там все. А оно рубит все равно по 11 минут 51 секунду. Ну, то есть, ля-ля-ля-ля-ля, а он потом смотришь, когда в галерее, файлы побитые все равно, нету целого. Потому что я как бы, мне что вырезать тут? Я взял, рассказал что-нибудь на тему. Как бы мне мой монтаж-то не нужен, по большому счету. Вот дорога, едем, катим, общаемся. Я же говорю, было бы проще, там что-то вопросы. Ну, там все там в лоб какие-то вопросы, типа, сколько денег, там, что, как. Ну, оно все равно, каждый раз рейсы, как договоришься. Есть базовые расценки, да, вы там смотрите тоже АТИ, да, направление. Ну, из реалий, там, напрямую, если будете вести от АТИ, ну, 40 тысяч максимум, будет больше. А у меня, как бы, расценка немного другая, потому что везде базово принимается, как, ну, на 4/2 машины. То есть они там максимум 22 тонны. Из этого расчета вот цифра в АТИ, да, висит. Плюс напрямую, да, кому везешь, уже не атишная цифра, плюс 40 тысяч где-то, да. И плюс мы берем от 22 тонн еще 3 тонны сверху. Ну, тонна туда примерно, ну, 25-27 тысяч. Вот и считайте, как бы. От атишной цены я, ну, минимум 100 сверху еду. Вот и вся экономика. Просто там, ну, факторы такие, вот, например, после Нового года цены припали оттуда, потому что машин много собралось. То есть, если мы там уезжали за 600 оттуда, то сейчас, может быть, 500 будет цена. Но я пока не стремлюсь туда быстро. Вот мы взяли на Якутию сгонять. С Якутии там посмотрел, вроде там макулатура есть на Хабаровск. Ну, так, чтобы прям пустым не ехать. Да, дешевые цены, но макулатура никогда никто не платит. А с Якутска там вообще грузооборот очень редко. Какая-то рыба речная там есть. Мне раз как-то попадалось. Ну, как мы приедем, вот буду разбираться. Потому что с Якутии на пустой машине по горам там скакать, ну, все равно снежная дорога там. Не очень удобно. Лучше для балласта взять эту макулатуру. Ну и будем звонить, как в Якутске выгружаться, что там за ситуация во Владивостоке. И ехать туда на погрузку. Потому как бы однозначно не ответишь тут на вопрос, что, почем, куда, нету таких. Я для себя определил, чтобы было большое плечо, чтобы было проще делать оборотку, да, в месяц. Вот и стараюсь так кататься. А по поводу там покупки машины, там все, у всех разные стартовые возможности. Понятно, что если у вас 0 денег, то вы ее не купите. А там, как пишут некоторые, считается твоя, если типа за налик купил. Ну, это вообще бредятина какая-то. Какой смысл за налик?
Тут надо новая машина, надо брать с НДСом, на компанию с НДСом, оптимизироваться по налогам. Это вам еще дает дополнительный плюс, потому что с НДСом ставки еще больше. А вы НДС этот не платите просто из-за того, что вы его уплатили при покупке машины. У вас он в зачете. То есть вам пришли деньги на счет, по декларации вы закрываете НДС. Он пересекается с вашим уплаченным по машине. У вас декларация НДС как бы есть. Но он не к уплате, а к возмещению. И все, и вы закрываете по кварталам его. И все, оставляете просто себе эти лишние деньги. Пока вот с машины, вот сцепка вся 3300 НДС. Все, вот катайся с НДСом. И 3300 пока не отработаешь, ты ничего не будешь платить по НДСу вообще. И плюс еще параллельно солярка с НДСом идет. Вот вы купили солярку с НДСом, вы тоже НДС в солярке зачитываете. Он вам увеличивает эту сумму 3300 на НДС в солярке. И все, и вот так вот это все идет. Как бы, а за налик покупать, это вообще не знаю. Люди некоторыми пообщаешься, они вроде там, ну, уже в этой транспортной сфере долго, а они не понимают просто даже, вот понимаешь, он не понимает основ, как бы. Они вот купил что-нибудь такое старенькое за налик, на физлицо что-то оформят там и гоняют. Понятно, за наличку и цены не такие. Ну, то есть, соответственно, ну, блин, за наличку туда едут за там 460, там что-то такие цены. А я, блин, за безнал, за 600 минимум езжу. Вот у меня с рейса 150, а там расходов 200 на солярку. Ну, то есть, и какая разница? Я эту машину отбиваю также. Мне не надо эта наличка вообще, понимаешь? Вот такие расклады. А так, конечно, берешь старую машину, ты на ней не можешь не поехать туда, куда я могу поехать. Тут как бы процесс от обратного идет. Тут я, получается, зарабатываю остаточную стоимость этой машины, а он пытается на старой заработать на новую. И у него ничего не получается, вот и все. А тут сразу сел в новую машину и гоняй. Вот себе рабочее место купил, кайфовое, и езди. То есть все наоборот, только ты на новой машине. А результат по большому счету тот же. Нету тут такого выхлопа, чтобы прямо прямая доходность огромная была. Тут просто обычная рутинная работа. Вы работаете и все. И вот в итоге заработаете. Вот трехлетняя сцепка, посмотрите по Авито, сколько стоит вот такая машина. Ну там минимум 12-13 миллионов сейчас она стоит. Вот вы 3 года в ноль отпашите, грубо говоря. И в итоге заработали за 3 года 12 миллионов. Вот и все. Как-то так это, если грубо сказать. Заезжаем в Кемерово, в общем. И по поводу, да, там, что там еще спрашивали, не знаю. Резина вроде как едет, наша спущенная, ничего мы не будем менять. По поводу самой работы, это все от вас зависит. Говоря, по европейской части кататься на этой машине, ну, как бы, это чисто для своего удовольствия получится у вас. Вы там оборотку не сделаете, вы будете вот это 2 дня ехать, 3 дня грузиться. И в итоге за месяц у вас там ничего не получится. А у меня за месяц получается в среднем туда-назад, туда съездить. Мобильная вот и все. Дизельное топливо прямо в бак. И хоть какая-то экономика вырисовывается. Плюс все равно цены чуть-чуть подрастают потихоньку. Там через год, я думаю, как бы когда у вас уже есть машина, да, и даже там вы взяли там этот же кредит, лизинг в рублях, вы все равно в рублях столько же должны, а цены, у вас оборотка будет увеличиться просто из-за инфляции. И как бы даже если есть деньги у вас под подушкой, нет никакого смысла сразу платить. Лучше с этих денег там какой-то дефицит бюджета покрывать, а стараться этот процесс сделать, ну, как бы самодостаточно. И все. Мне прям нравится, короче, отдыхаю. Никаких напрягов, что едешь, сама едет. И надеемся на лучшее, что будет нормально. Вот сейчас, после Нового года, это наш первый рейс.
такие дела, в общем. Ехать нам осталось примерно, ну, меньше уже 6000. Такими темпами. Вот, что-то тут запрессовали меня так на тротуары. Не знаю, что Кемерово заснять вам тут. Ну, это типа как объездная, а потом мы прям по центру там едем. Хотя там есть пацаны ездят как-то от кольца, вот где я свернул на топки, они от кольца как-то прямо едут через Кемерово, не знаю. Ну, у нас как повелось вроде. Я тут езжу, вроде удобно все. Не знаю, днем, правда, мы все время попозже тут попадаем. Сейчас прямо днем приехали. По поводу, да, машин, конечно, сейчас ситуация вообще жесткая, ничего нету. Ну, в плане, там, хотелось тоже для развития, может, уже бы вторую взять, а даже аванс не берут. Нечего им сказать. И денег не берут, чтобы не фиксировать ни цену, не брать на себя никакие обязательства. Такая ситуация тоже косвенно, наверное, будет влиять в итоге на подъем расценок. Ну, смысл, как бы, сейчас машины подорожали, соответственно, эти запчасти на машины подорожали. Резина там по 50 тысяч, колесо там. Не знаю, ну, кто ездит, просто считать не умеет. Они просто катаются и, грубо говоря, доплачивают за рейс из своей амортизации, если так сформулировать. Ну, то есть он будет ездить, получается, вроде как деньги в кармане есть. Чуть что-то отвалилось, пошел занимать на ремонт. Ну, такая вот примерно схема работы. А новая, как бы, машина хотя бы на старте вам дает возможность не тратиться. Поехали, все по гарантии, там все делают. Я 900 рублей за мойку там заплатил раз, а на рефе вообще ничего не заплатил. И поехали дальше. Короче, промзону кемеровскую объезжаем. Кто-то там мне писал, покажи Кемерово. Вот вам Кемерово. Ну, в общем, смело можно ехать. Кто-то говорит, я там Кемерово боюсь проезжать, что-то на восток не еду. Типа, ну там горки кемеровские. Как бы ни о чем. Это мы раз там буксовали, попали там, когда, ну, все стояло. А так везде, в принципе, машина не стоит. Хоть на первой, но мы все равно едем. Я там даже на Култуке мы на подъем остановились на самом подъеме, там крутом, постояли, самосвал утащил впереди буксовавших этих, мы тронулись и уехали, и все. Как бы не проблема. По Якутии может возникнуть проблема из-за того, что там подъемы крутые и дорога как бы из снега. Наша резина, может там сцепления не хватить, как бы. Ну, я цепи взял, оденем, если что. Ну, обстановка будет на место, приедем, уже будет понятна обстановка. Все стоят, и мы будем, у нас будут проблемы. Все едут, и мы будем ехать. По большому счету там потепление в Якутии, там, короче, морозы такие. Смотришь, там Якутск 26, там уже, как бы, это лето, считай, там все в шортах и в сланцах. Там, по-моему, самая низкая температура, которая там в Гисметео пишут, там 43, что-то там ночью где-то. Так что такие дела. Катим. Буду стараться почаще включаться, а то так я то спал, там Макс вчера ехал. Уже темно, как-то снимать особо ничего не видно. То есть вроде как обстановку доложил. Все нормалек, мнение свое высказал по некоторым вопросам, которые обсуждаются в комментариях. В общем, такие дела. В общем, давайте. Всем удачи на дорогах. Сейчас буду еще кемеровские горки обязательно сниму. У нас уже как традиция. Ну, посмотрим. Все, ладно, пока всем.